Ровно 3 года назад на Украине произошел Майдан. Сегодня в Киеве вновь неспокойно. Ждать ли нам очередного переворота в соседней стране? Об этом поговорим прямо сейчас. Также вы узнаете эксклюзивную информацию. В нашем распоряжении оказались документы. Они доказывают, Турция спонсировала протестные настроения в Крыму. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Здравствуйте и давайте начинать. Чуть меньше 3 лет прошло после событий Евромайдана, и, похоже, годовщину революции достоинства в Незалежной решили отметить новыми массовыми акциями протеста. Рупором народного гнева стала Юлия Тимошенко, которая в эфире местного телеканала рассказала, зачем люди снова выйдут на улицы Киева. Завтра люди хотят выйти и... Падение курса гривны в 3 раза, повышение коммунальных тарифов. Люди будут требовать вернуть им пропавшие депозиты в банках. 15 ноября в Киеве почти 6 тысяч людей вышли на митинги. Одни требовали вернуть деньги из лопнувших банков, другие – снижение тарифов на коммуналку, прибавку к пенсиям, индексацию зарплат и пособий. Было и общее требование – отставка правительства Петра Порошенко и руководства Нацбанка Украины. Спустя 2 дня объявились и националисты. Около здания Конституционного суда они требовали запретить русский язык. Русский язык в Украине может быть только в одном статусе. Он должен быть лишним. Он как мусор цепляется к нашим детям. В школах, на улице, по телевидению, в СМИ. Поэтому надо сделать все, чтобы этот мусор выкинуть вон из нашей хаты. 18 ноября вспыхнуло Запорожье. Более 3000 работников энергосберегающей компании начали бессрочную забастовку из-за невыплаты зарплат. Забавно, но на фоне всех этих народных волнений в Верховной Раде развернулся новый театр абсурда. Дело в том, что сотрудники ОБСЕ заявили, что люди на митинге обманутых вкладчиков – это проплаченная массовка. Об этом сообщает украинский портал «Факты». Акция под Национальным банком Украины, состоявшаяся 15 ноября, была проплачена. Участникам платили суммы, эквивалентные $10. После этого в Раде инициатором проплаченных протестов объявили Юлию Тимошенко. В своей абсурдности своих заявлений власти Киева в очередной раз превзошли сами себя, обвинив Тимошенко в работе на Москву. Вот что написал о ней в соцсети Илья Кива, советник министра внутренних дел Украины. Юля готова утопить страну в крови и хаосе, отрабатывая кремлевские деньги. В своей жажде власти она потеряла рассудок и готова продаться даже дьяволу. Так кто же эти люди, которые вновь митингуют на улицах? Проплаченная массовка? И кто же в таком случае спонсор митинга? Или эти акции протеста – последний шанс людей обратить внимание правительства на свое бедственное положение? Это программа «Особая статья». И сегодня за столом Павел Дорохин, член Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне. Дмитрий Саблин, член Комитета Госдумы Российской Федерации по обороне, первый заместитель Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство». Игорь Марков, депутат Верховной Рады 7-го созыва, Украина. Сергей Запорожский, политолог из Украины. Александр Сытин, руководитель Центра политических исследований стран Северной и Восточной Европы. И Андрей Акаров, политолог. Игорь Олегович, первый вопрос к вам. Вот почему в протестах на Украине обвиняют Россию? Ну, это традиционно. Во всем, что сегодня происходит на Украине, они обвиняют Россию. Во всех своих бедах, во всех своих просчетах. Это виновата Россия. То есть это традиция. Ну, а в чем, конечно, вот эти разговоры насчет того, что купленная массовка, вот что это такое? Опять же, это практика украинская, да, когда нечего возражать, они говорят о том, что это проплаченная Кремлем массовка, когда люди вышли требовать элементарно, потому что люди вышли не от хорошей жизни. Это отговорки. 81% населения Украины не в состоянии оплачивать коммунальные тарифы. Я понял. Сергей, на ваш взгляд, тоже в протестах на Украине виновата Россия или нет? Или есть какая-то другая точка зрения у вас? Это не протесты на Украине, это безответственные политики. Пытаются сейчас добиться досрочных выборов. Действительно, массовка в основной массе была там проплачена, и этому есть масса свидетельств в интернете. А кем проплачена? Ну вот политическими силами, которые как бы сейчас пытаются там добиться этих выборов. В том числе, я не знаю, там, кто конкретно платил, ну,
люди на камеру говорят, что мы не знаем, зачем мы здесь собрались. Я вас понял. Вот между тем РИА Новости Украина сообщает, что на Украине акции протеста прошли, в соцсетях их назвали «стеной позора». Вот обратите внимание на экран. Украинцы клеют платежки за жилищно-коммунальные услуги. Это стена позора как раз-таки. Против высоких тарифов выступают украинцы. Неужели на Украине так все хорошо, что нет против чего протестовать и против чего выходить на улицы? В Украине не все хорошо, но Украина никогда не протестовала из-за того, что украинцам не хватает денег. Всегда были протесты из-за того, массовые протесты, да, они были из-за того... А платежки клеют и пишут: позор, достали, как выжить? Значит, по платежкам премьер-министр Гройсман с этой ситуацией разобрался. Там действительно были в некоторых городах ошибки, и за которые сейчас местные власти понесут наказание. По крайней мере, мне платежка пришла 400 гривен за полмесяца за отопление. Я не считаю, что это дикая платежка, но я знаю людей, которым пришла за такую же квадратуру 1000 гривен отопления. Я понял. Дмитрий Владимирович, что это за люди протестуют на Украине и против чего? Ну, во-первых, я бы хотел сказать, что когда вот говорят о руке Москвы, вернее, то вот идут, наверное, по старому сценарию, потому что ну, в любом случае во всех проблемах обвиняют Москву, а во-вторых, когда люди выходят, что кто-то их должен вывести. Я думаю, что все-таки жизнь на Украине изменилась в худшую сторону значительно за последнее время. Я думаю, никто с этим спорить не будет. И что позитива, что она изменится в лучшую сторону, его тоже не видно. А непосредственно в отношении людей, насколько я понимаю, все-таки акции протеста, они были достаточно мирные. Они просто показать, что население все-таки уже достаточно устало от той политики, которая происходит сегодня в Киеве. Игорь Олегович, а почему повышаются все-таки тарифы сейчас на Украине? Ну, по разным причинам. Есть требования МВФ. Еще одна причина есть, что Петя Порошенко получил 25%, вошел в долю к одной из крупнейших энергетических компаний, и ровно через несколько дней тарифы на электроэнергию были повышены в 2,5 раза. Я хотел бы напомнить, что Украина экспортирует электроэнергию по 4 копейки, то есть продает в Евросоюз, а собственным гражданам по 7,5 копеек. Это невозможно ни в одной нормальной стране. Почему так происходит? Ну, потому что варюги у власти Так находятся. происходит, это неправда. Это как правда. происходит? Это абсолютная Дело правда. в том, что повышение тарифов на электроэнергию было поэтапно объявлено еще в 2014 Да, объявлено году. повышено сейчас 2,5 раза. Поэтому и в Послушай, 2,5 раза никогда Порошенко вошел на в долю электроэнергию... энергетической компании. То есть не дорожает электроэнергия? Порошенко вошел в долю. Это слухи. пока только ЖКХ слухи. не дорожает на Украине? ЖКХ дорожает, но ЖКХ в Украине гораздо дешевле, чем в России. Да ну прекратите ахинею нести. И это факт. Да ахинею прекратите не нести. ахинея, это факт. Но А ахинею почему тогда прекратите люди выходят нести. на улицы? Против чего они выходят на улицы? Или их всех купили? Это все купленные Ну люди? кто и вышел всё? на улицу? На Майдан вышло несколько сотен тысяч человек. Здесь Раз в вышло неделю 6 тысяч выходило на человек, Майдан. из которых Раз в реально неделю на протестовало Майдан 200 выходило человек. несколько сотен 200 тысяч. Сергей, вы не человек. боитесь, что сегодня 6 тысяч, завтра 10 Не тысяч, боюсь. послезавтра 100 тысяч? Смотря из-за тарифов точно нет. Сегодня 3 года Майдана. Вы не боитесь, что повторится эта ситуация или нет? Это может повториться только в одном случае, если власть Украины сдаст национальные интересы Украины. А в чем национальные интересы Украины? Повышать ЖКХ? Нет. Чтобы люди выходили на улицу? В чем? Национальные интересы Украины – это проводить реформы и сохранять территориальную целостность. Получается проводить Бороться за нее. реформы? Получается, но тяжело. Я понял. У нас в зале находится Николай Дульский, участник Майдана 2014 года, руководитель партии «Наш ДАК». Николай, вы 3 года назад выходили на Майдан. Такой жизни для Украины, которой сейчас там, вы хотели или нет? Нет, конечно, не такой жизни. Но проблема в том, что вот этот Майдан, который сейчас, он по-любому не выгорит, потому что люди один раз уже упали лицом в грязь. Я извиняюсь, Тимошенко, 3 миллиарда долларов на счетах. То есть Таких нет лидеров у государств, этого Майдана, чтобы он, как вы говорите, выгорел, состоялся? Тимошенко я просто все это знаю, потому что они за людьми бегают ко мне и к таким, как я. То есть А они что за прибегают- акции протеста были? Вот что это такое? Против чего люди бунтуют? Что им не нравится конкретно? Все люди в Украине недовольны. Если бы были настоящие народные лидеры, эту власть давно бы смели. Вы вот Они объясните хотят мне провести. одну вещь. Вот люди ненавидели свою власть, они ее сместили, они получили другую власть, и они опять ее ненавидят. Сколько украинцы подряд раз могут ненавидеть свою власть и ее смещать? Украинцы уже не клюнут ни разу на вот это вот кабалу, когда
20 лет по кругу крутятся одни и те же самые лица. То есть вы вообще, в принципе, разочарованы тем, что произошло на Украине или нет? Вы же выходили на Майдан. Я, естественно, разочарован, конечно. Спасибо большое. Сейчас мы должны прерваться на рекламу, а сразу после эксклюзивная информация. Турция спонсировала протестные настроения в Крыму. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Для нас тема Крыма закрыта. Крым наш. Но для Украины и ряда других государств этот вопрос до сих пор открыт. Они попытаются сделать все, чтобы дестабилизировать ситуацию в регионе. Смотрим сюжет. Еще до начала акций протеста в Киеве ряд украинских политиков выступили с обвинениями в адрес России. Вот, например, что сказал начальник департамента СБУ Анатолий Дублик в эфире телеканала 112 аж за 4 дня до нового Майдана. Служба безопасности в тесном сотрудничестве с внешней разведкой Украины получили оперативные данные, которые вскрывают планы России по масштабной дестабилизации ситуации в Украине. Старт который запланирован на 15 ноября текущего года. Любопытное совпадение. Украинские власти объявили Россию виновником народных волнений спустя неделю после того, как новым президентом США стал Дональд Трамп. А ведь во время предвыборной гонки кандидат от республиканцев ясно дал понять, проблемы Украины ему мало интересны. Поэтому сначала Петр Порошенко в поздравлении Трампу робко заявляет о надежде на дальнейшую поддержку Америки. Потом Надежда Савченко пишет новому президенту США письмо следующего содержания. «Обращаюсь к вам с просьбой о сохранении и даже усилении санкций против страны-агрессора Российской Федерации, потому что эта страна понимает только силу и решимость, которых вам не занимать. Еще прошу об усилении международной, технической и военной поддержки Украины». А в это время уполномоченный президента Украины по делам крымско-татарского народа Мустафа Джемилев обратился к западной общественности с очередными воззваниями об освобождении Крыма от российских оккупантов. В эфире радиостанции «Голос Америки» он заявил, что рассчитывает на помощь Запада. Я думаю, мы обязательно освободим Крым. Не только Крым, но и все территории, оккупированные Россией и теми формированиями, которые они создают на востоке нашей страны. Но вопрос о сроках, конечно, зависит не только от самой Украины. Мы, конечно, будем прилагать все свои усилия, но и от мировой общественности, и от действий ведущих стран. По сообщению украинского канала 24 ТВ, украинские активисты передали в Гаагский суд некие доказательства преступлений против крымских татар, которые якобы происходят на полуострове чуть ли не ежедневно. И вот меньше чем через неделю после этих воззваний к Трампу и к западным политикам в Киеве разгорается новый Майдан. Но что будет, если мирные акции протеста начнут разворачиваться по сценарию Майдана трехлетней давности? Будут ли и дальше киевские политики выставлять виновником всех своих бед Россию? Это программа «Особая статья», и мы продолжаем разговор об Украине и России и наших взаимоотношениях. Дмитрий Вадимович, к вам вопрос. Вот Савченко пишет письма Трампу. СБУ заявляет, что Россия готовит переворот в Киеве. Украинские активисты собирают какие-то абсурдные доказательства о геноциде татар. Какая цель всего этого? На чью поддержку они рассчитывают? Ну, украинская власть бесспорно понимает, что без поддержки Соединенных Штатов Америки она долго не удержится. Потому что, в первую очередь, Майдан и вся эта ситуация, которая создана сегодня, создана непосредственно американцами. И если почитать американское наставление СТ-1801 от 30 ноября 2010 года о нетрадиционной войне, там все 7 фаз, которые по захвату власти, они там описаны, наверное, учебник. То есть они рассчитывают что на Америку, но в Америке поменялся президент, и многие предполагают, что этот президент поддерживать Украину не будет. И что будет делать Украина? Она будет еще больше провоцировать, чтобы на нее обратили внимание, или что? Я бы посмотрел сейчас на стратегию. Если бы администрация Обамы все-таки занимала стратегию решения своих экономических проблем и выхода из кризиса 2008 года созданием локальных военных конфликтов, и мы видели, получилось Ливия, Сирия, Египет, Украина, то все-таки администрация Трампа будет решать свои экономические проблемы, обратя на проблемы, которые внутри. Нет, вопрос в другом. Как Украина будет это решать? И Украина что будет, потеряв поддержку США, делать? Я думаю, что если американцы, правительство, вернее, президент Америки не будет поддерживать сегодня Украину, то
вот тот абсурд, который находится сегодня на Украине, он закончится максимально быстро. Закончится или увеличится, чтобы привлечь внимание нового президента? Павел Сергеевич, вот вопрос у меня все-таки к вам. Вот складывается впечатление, что Украина делает все, чтобы отвлечь общественность от своих внутренних проблем и переключить внимание на Крым. Ну, то есть вы забудьте, что у вас растет здесь ЖКХ, вы забудьте, что у нас есть экономические проблемы, вот решим давайте с Крымом. А у вас какое ощущение? Это, видимо, абсолютно так и есть, поскольку последние 3 года мы видим, почему вот эти новый этап Майдана, начало, я как бы сказал, стадии уже агонии нынешнего режима, потому что за 3 года наступает разочарование. Люди не могут вечно терпеть повышение тарифов в 5-6 раз, падение гривны более чем в 3 раза по сравнению доллара, обнищание и так далее. У нас есть источники достаточно отчетливые из Украины, которые нам сообщают от настроения народов. И поэтому правящий режим, координатором которого внутри страны является Порошенко, а координатором за рубежом был Байден, и значит, давление их американцев сейчас ослабевает. Действительно, ведь после прихода Трампа был шок. И, значит, смятение в правящей, так сказать, верхушке. И они будут пытаться апеллировать прежде всего к американцам, к Трампу. Вот письмо Савченко – это как бы один из показателей. Я думаю, что по закрытым каналам ни одного, и через посла много других писем и обращений шло. То есть они обращают на себя внимание максимально? Они пытаются, да, обращают внимание и будут апеллировать, кстати, и к Европе максимально. С тем, чтобы показать, что вот варварская Россия продолжает на нас давление, продолжает, так сказать, оккупировать Крым, хотя уже вопрос по Крыму, вы правильно сказали, действительно закрыт. Прошел референдум международно признанный и так далее. Знаете, вы говорили о переписке Савченко и ее письмам Трампа. Вот интересно, Трамп на это ответит или нет, но это мы потом разберем. У меня есть эксклюзивная информация. Вот в руках редакторов программы «Особая статья» появилась переписка Мустафы Джемилева, это лидера крымско-татарского меджлиса, запрещенного в России. Переписка с чиновниками турецкого управления по сотрудничеству и развитию. Говорят, что он получал деньги на раскачку ситуации в Крыму. Вот эта переписка, она здесь, пожалуйста, есть на турецком, а есть еще и на русском языке. Вы можете обратить внимание на экран. У нас сейчас на связи Ситумер Неметулаев, председатель региональной общественной организации «Единство Крыма». И я бы хотел задать ему несколько вопросов. Здравствуйте, Ситумер. В ООН недавно была принята резолюция, осуждающая нарушение прав человека в Крыму. Вы представитель крымско-татарского народа. Ваши права сейчас в Крыму нарушаются или нет? Абсолютно нет. Это чушь, которую несет Мустафа Джемилевич Убаров. Да, есть проблемы у нас. Фейсбук такие, которые у нас запрещено. Меджлис сегодня запрещено. Если кто-то нарушает, значит, структуры над этим работают, потому что закон у нас для всех один. А вот эта переписка, о которой мы только что говорили, переписка Джемилева и якобы спонсорство Турции Джемилева, что это значит? Какие цели в тот момент преследовала Турция? Ну, до сегодняшнего дня мы все знаем, что с 1990 года та структура Меджлис, которая была, она финансировалась Турцией. Это такие структуры, которые сегодня, после того, как переворот должен был произойти в Турции, Гулен и Мустафа Джемилев, они финансировали для того, чтобы приводить смуту в Крыму, и делали все для того, чтобы для России было это очень плохо. Сегодня у нас все спокойно, мы все работаем, созидаем, наши дети, старики, взрослые, вот эту чушь, которую несут с Киева или что, надо это прекратить. И выступать от всего крымско-татарского народа никому не дано права. Мы сами за себя решаем. Вот вы говорите, что Турция уже не имеет отношения к Джемилеву, а я хочу понять, получается, Киев настропаляет Джемилева против России и заставляет Джемилева поднимать вопрос крымско-татарского народа и якобы некого геноцида. Я правильно понимаю? Ну, есть еще структуры, наверное, в Турции, которые поддерживают Мустафу Джемилева, но уже вот в последнее время они официально заявляют, что не поддерживают ту структуру Меджлиса, которая была, и они поддерживают крымско-татарскую и Европа, организацию Крым-Берлига, вот это, которую я возглавляю, и Общественный совет крымско-татарского народа. Мы делаем все для того, в рамках закона. Все, спасибо большое. Я все-таки хочу понять одну вещь. Павел Сергеевич, Крым когда-нибудь оставят в покое или нет? Я имею в виду Украину.
Я думаю, через определенное время, когда станет бессмысленным все давление, санкции против России. Россия – это крупный политический игрок на мировой арене. Она стала таким в начале 2000-х годов. Именно это пугает. И в конце концов тема Крыма будет снята. Я думаю, Хорошо. в одном из выступлений даже Трампа он сказал, что мы знаем мнение населения Крыма, которое проголосовало, и в конце концов этот вопрос нужно закрывать. Ну а вот эта резолюция ООН, которую проталкивает туда Украина, что присоединение Крыма – это военное преступление, это нам чем-то грозит или нет? Это ничем не грозит, поскольку имеет только последствия резолюции Совета Безопасности ООН. А в данном случае на Совете Безопасности, даже если она будет внесена, понятное дело, что она не пройдет. Да, спасибо. Сейчас мы должны уйти на рекламу, сразу после выясним, когда Украина развернется в сторону России. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Выборы президента в Болгарии и Молдавии показали, что граждане этих стран хотят быть ближе к России. Когда подобное произойдет и на Украине? Смотрим сюжет. Похоже, народные волнения на Майдане стали поводом для очередных скандалов в Верховной Раде Украины. Теперь депутаты ищут в своем стане кремлевских агентов. Вот что пишет об этом портал Украина.ру. В ходе своего выступления в Верховной Раде депутат Максим Бурбак, Народный фронт, заявил, что уже сотни автобусов с протестующими со всех регионов едут в Киев. По его словам, эти акции профинансированы кремлевскими агентами Юлией Тимошенко и лидером Опоблока Юрием Бойко. Тимошенко заявила, что сегодня власть работает на Российскую Федерацию, и это настоящая пятая колонна. Пока депутаты пытаются выяснить, кто же из них агент Кремля и каким же образом Россия разжигает в Киеве новый Майдан, у соседей в Болгарии и Молдавии прошли выборы президента. И вот что показательно. В Молдавии, где еще несколько лет назад евроинтеграция была главной национальной идеей, где проходили свои Майданы с погромами парламента, флагами ЕС и криками о будущем европейском процветании, победил лидер оппозиционной партии социалистов Игорь Додон, известный своей пророссийской позицией. Первое, что он пообещал сделать, это провести референдум об отмене ассоциации с ЕС, а также обеспечить вступление Молдавии в Евразийский экономический союз и восстановить все разрушенные связи с Россией. И то же самое произошло в Болгарии. В стране, которая поддержала санкции против России, новым президентом стал кандидат от болгарской социалистической партии Румен Радев. Слова его предвыборной речи цитирует портал Правда ТВ. Болгария – член ЕС и НАТО. Альтернативы для нас нет, но это не означает, что мы должны создавать врагов вне этих рамок сотрудничества. Еврофилия не означает русофобия. То есть получается, что президенты Молдавии и Болгарии признали, что разрыв экономических отношений с Россией и курс на Запад – это ошибка, которая привела их страны к кризису и повальной эмиграции. Оба лидера заявили, что в первую очередь будут налаживать рухнувшие под давлением ЕС экономическое партнерство с Россией. Но послужит ли опыт этих стран уроком для Украины? Захотят ли киевские власти наладить отношения с Россией по примеру своих соседей? Или же и дальше продолжат обвинять Москву во всех своих бедах? Андрей, вы, наверное, помните, как в 2009 году произошла в Молдавии своя революция гидности. Вот прошло 7 лет, а Молдавия выбирает пророссийского президента. О чем это говорит? Во-первых, я бы не стал говорить об Игоре Додоне как о пророссийском по президенте. крайней мере, он не пышет ненависть. Действительно, в Молдавии политика, которую проводила предыдущая власть, она была неэффективной, и это правда. Так же, как и в Болгарии. А когда такое произойдет на Украине и произойдет ли? Я думаю, такое это какое? Такое, когда появится человек, который не будет считать Россию виновной во всех грехах и не будет считать Россию врагом, а скажет, с Россией нужно взаимодействовать. Я думаю, надо налаживать отношения. Я думаю, такой человек появится после того, когда мы вернем Украине все то, что у нее забрали. А вы считаете, что мы забрали Украины? Я считаю, что мы забрали у Украины ее территории. Одну территорию оккупировали, а потом аннексировали, а другую территорию просто оккупировали. Так когда появится такой человек? Когда появится пророссийский настроенный политик? В смисле, что значит? Вы лично имеете отношение? Лично это как? Вот я родился на Донбассе, например, да? Вы родились не на Донбассе, а в Приазовье. Это не Донбасс, это Приазовье. Мы сейчас говорим не друг о друге, а все-таки о том, когда на Украине появится политическая власть, да, когда появится сила, способная сказать, Россия это партнер, пора налаживать отношения. Когда? Эта сила появится, когда мы умрем.
Да прекратите нести. При Вы нашей собрались жизни- умирать? Нет, я намерен Но Андрей, жить долго по-моему, и очень счастливо. четко Эта ответил на сила этот вопрос. появится, эти люди появятся, когда в Украине прекратится террор, когда в Украине можно будет провести свободные выборы, когда прекратится охота на ведьм. Вот тогда этот человек и А появится. когда это произойдет? Но как только будет восстановлен конституционный порядок на Украине, как и суду будут преданы все эти преступники, которые развязали в стране гражданскую Ну войну. вот сейчас в Раде даже зашла речь об импичменте Порошенко. Насколько это реально или это пустые слова? В этой Раде импичмент нереален, потому что они блокируют, не наберут они необходимых голосов. Но по сути, вот уличные акции протеста, я думаю, что и отказ, знаете, я на секунду вернусь, для Трампа Украина не профильный актив. Это надо понимать. Трамп серьезный бизнесмен, и Украина для него не профильный Россиянам актив. уже не раз Как говорили, только- что Порошенко для них это идеальный президент. Да вы можете- Забудьте о том, что в Украине Вы есть какой-то хватит народ, поучать мечтающий всех, встать на особенно колени перед российское Россией. руководство. Андрей Хватит Акара сказал поучать. все четко. Вы Сначала учите весь возвращение мир. территорий, покаяние, выплата репараций, а потом Украина вас, возможно, начнет прощать. Все остальное это фантазии. Надо звать психиатра. Украина начнет прощать, пожалуйста. Ну давайте Еще в ноябре 2013 года было понятно, что экономика Украины может выжить только в трех случаях. Первое – свободный рынок с Россией, бесплатные дешевые деньги и бесплатный газ. И Янукович повернул в сторону того же Союза. Не потому, что он не хотел быть в Европе, а просто любой экономист, любой вменяемый человек на Украине это понимал. Рынок Янукович сбыта повернул только в сторону Россия. взятки в 15 миллиардов долларов. Секундочку. Все остальное Подождите. болтовня. Это понятно. Кредит МВФ Украина, это взятка, она а так кредит России находится, это она взятка, без да? России выдержать она просто не может выжить Кредит как МВФ под государство. реформы Что ж не дается. признают современные власти? И первое хочу сказать. Как только появится на Украине человек, который будет думать о жителях Украины, не о собственных деньгах, о собственных активах за рубежом или о чем-то еще, а о жителях Украины, то сразу Украина будет вместе с Россией. А Она что, и если так этот будет, человек... просто вопрос времени. Подождите, а что если этот человек будет каких-то ультрарадикальных националистических взглядов и будет еще хуже, чем Я Порошенко? же сказал, вменяемый человек. Вменяемый человек, он не Порошенко должен быть. это Я оптимальный продолжаю. президент для интересов нынешнего Кремля и нынешней России. И в чем же наши интересы? В постоянной конфронтации? Если бы был другой президент, уже давно бы ни один российский бизнес не работал в Украине. Все бы национализировали, всех бы пересажали вот этих вот людей, которые сейчас сидят в Раде, это оппозиционные блоки, которые откровенно российский коллаборанты. бизнес сегодня работает И в я еще Украине? раз повторяю, А ну, повторите Порошенко мне, это для вас Сбербанк России. идеальный Либо президент. Сергей, если бы был другой президент, он, может быть, хотя бы закрыл Альфа-банк, свою да. фабрику Очень шоколадную пророссийский здесь, в банк. России. Согласен. Как вариант. Вот Согласен, я да. хочу вывести на экран скрин статьи. Вот обратите внимание, такой народный юмор, или сейчас, как говорят, перформанс. В центре Киева протестующие посадили чучело Порошенко на унитаз Конституции. Ну, можно, конечно, выражаясь языком искусства, сказать, что это перформанс, но видно ли отношение киевлян в этом к своему президенту или нет? Или это опять какие-то странные люди, они не выражают настроение масс? Пожалуйста, Сергей. Слушайте, давайте разделять интересы Украины и Порошенко. Да, Порошенко сейчас теряет доверие. Но еще раз повторяю, если уйдет Порошенко, не придет человек, которого поддержит Украина, который скажет: все, давайте с Россией дружить. Как дружить с оккупантом? Это бред. Это бред, вы говорите, не поддержит. Есть такой человек сейчас или нет? Кто-то может на смену Порошенко? Реальный человек. Вы хотите, И он у нас в студии. Вы хотите, чтобы к вечеру этого человека арестовали в Украине или не дай бог, завтра застрелили? Вы же понимаете, кто сегодня находится у Давайте власти скажем в так, Украине? объективная тенденция идет к тому, что через год появится человек и группа людей, которая будет прозревать так же, как произошло сейчас это в Молдове. Почему через год? А потому что логика политических процессов, не потому что я это знаю наперед, а потому что логика политических и экономических процессов через год приведет к полной деградации экономики. Да не в этом Не дело. важно. Не очень Вы хотите сказать, что Россия должна смотреть, как приезжают поезда дружбы, так называемые, в Крым, Это и начинают все ваши вырезать. сказки. Это Как не же не сказка. приехали? Это не сказки. Они ехали. Почему это вы Они знаете, в Почему не телевизоре Харьков? только Почему не Харьков ехали. не их под приехали? Херсоном оставили. Хорошо, если говорить о смене власти на Украине, давайте посмотрим, что по этому поводу говорит Савченко. Ще у нас провладні люблять покричати про АТО, війну, патріотів. Сейчас у нас чиновники говорят про войну, про АТО, про пленных и все валят на Россию. Только что и кричат. Только кто из крикунов подорвал свой зад и пошел на передовую хлопцев подменить? Чи зміниться ситуація, якщо Честных выборов на Украине нет. Изменится ли ситуация, если перепишется закон про выборы? Не изменится. Это сделано, чтобы одни и те же политики смогли дорваться до корыта. самі політики змогли дорватися до владного корита? Выходите на Банковую. Выходите и не давайте забыть про своих родных.
Александр Николаевич, вот смотрите, Сергей сказал, что рейтинг Порошенко падает, насколько я понимаю. А если Савченко займет его место, как вам такой президент? И если она займет это место, какие отношения могут быть между Россией и Украиной? Теоретически может быть все, но я думаю, что Савченко не займет это место. Во-первых, никаких реальных протестов на сегодняшний день в Украине нет. Во-вторых... А что это такое? Никакой... 6 тысяч человек, извините... Это несерьезно. Да, это... Во-вторых, никакой интеграции Украины с Россией в обозримом каком-то будущем нет и не будет. Почему не будет? Во-первых, потому что сформировался определенный блок общественного мнения в Украине. И Украина считает Россию агрессором и оккупантом. Украина считает или украинская власть? Есть политические круги украинские, а есть народ Украины, который не считает Россию агрессором. А кто же вышел защищать Украину? Да, послушайте, погнали волнами мобилизации, людей на улице ловили. Между прочим, и гнали принял мобилизацию и участвовал в АТО. Сколько этих добровольцев? И хоронил своих людей. Это народ Украины делал. Не говорите от лица народа Украины. Класс. Не говорите от лица народа. Есть правящий класс небольшой. Нет, простите. Агентура, которая была приведена к власти. В Донбассе, которая якобы ваших убивает. Телевизор. Вот кто это делает? Кто ваших убивает в Донбассе? Кто наших убивает в Донбассе? Да. Националисты. Какие националисты? Националисты. Русскоязычные? Нет, есть небольшая часть. Предатели есть всегда. Коллаборационисты есть все время. Я хочу понять, вот вы говорите, сформировалось некое мнение общественное, а это мнение общественное, это действительно общественное мнение? Или действительно, как вы говорите, это лишь круги какие-то элитарные? И, наконец, самое главное, решить проблемы Украины, там, ЖКХ и так далее, невозможно в союзе с Россией, ничего не будет. Россия не может быть ни для кого союзником. Посмотрите, Савченко, в силу своей политической, экономической слова, ее обвинили агентом Кремля. Уже 0. Вот именно поэтому. Она сказала 2 разумных слова, ее обвинили. Потому что активное общество Украины, такие как Савченко, а если Россия очень она сказала хочет, 2 разумных слова, она чтобы начался процесс у вас там театр улучшения отношений с Украиной, секунду, по одному я хочу, снимет экономические барьеры и принимает украинский товар. Россия этого не хочет делать. Так что, боятся чего-то или нет все-таки сейчас на Украине? Или просто это действительно в порядке вещей? Проверить людей на всякий случай, вдруг что-то произойдет? Знаете, тут бы я как бы не акцентировал внимание. Действительно, вот я единственный, наверное, случай, когда соглашусь. Общественное мероприятие проверили рамками, да. Но по сути, что боится украинского? На руках сегодня у граждан Украины 4 миллиона стволов не зарегистрированы. Вдумайтесь, 4 миллиона стволов. Сегодня любой человек, который в принципе, после АТО того же, да, много неадекватных людей, много контуженных, много еще кого-то. Вот там выпил водки, и гранатами начинают забрасывать. И гранатами начинают забрасывать. Сегодня в Украине может произойти все, что угодно. В тот момент, когда Донбасс получит особый статус. Сразу же в тот момент Между прочим, об этом говорил сам Порошенко, что у людей на руках оружие. То есть боятся все-таки вооруженного восстания? Конечно, они боятся, это безусловно. Я хочу, чтобы мы сейчас посмотрели еще одно видео. Это Михаил Саакашвили, экс-губернатор Одесской области. Вот что он говорит о том, против чего могут восстать люди на Украине. Пожалуйста. Довели Украину до положения самой бедной страны в Европе. Это невозможно так продолжать. Вот и вся история. Мы должны понимать, где находится Украина. Если мы будем... Что нам предлагают? Нам предлагают, что если мы будем расти, так как если мы будем проведем нормальные реформы, снизим налоги, что мы хотим, мы будем расти 10% в году ВВП. И мы через максимум 20 лет войдем в первую двадцатку мира по развитию. Если мы будем расти, как нам обещает правительство, в лучшем сценарии, мы дойдем до уровня Януковича через 15 лет. Через 15 лет дойти до уровня Януковича. А зачем было разрушать то, что создавалось при Януковиче, чтобы через 15 лет до этого дойти? 15 лет Порошенко не будет у власти, эта Рада не будет 15 лет у власти. Для чего? Сергей, вы понимаете, что страна отброшена на много лет назад? Вы знаете, для это чего? заявление политика. Да подождите, знаете для чего? Для того, чтобы дети Порошенко учились в Лондоне и было на что учиться. Они выполнили геополитическую задачу с Запада. И плевать им на народ Зачем Украины. это тогда человек год сотрудничал с народ. Порошенко? Что? Вот и все. Это человек год сотрудничал с Порошенко. А что они сейчас говорят? Это того гражданства лишает. Так сотрудничал, а потом, говорит, разочаровался. Михаил Саакашвили совершил стратегическую ошибку. Ему нужно было, он когда увидел, что имитация идет реформ и его используют, ему надо было уходить в отставку весной
этого года. Сейчас у него уже не то доверие, которое было раньше. Андрей, я все-таки хочу понять, вот кто виноват в том, что, как говорит Саакашвили, Украина самая бедная страна в Европе? Что, опять Россия? Ну, я думаю, что не самая бедная. В Болгарии и в Молдавии... Ну, так говорит Саакашвили. Одна из самых бедных. Давайте так обозначим, чтобы не обидно было. Молдаване олигархи сейчас по сравнению с украинцами. Я вам так скажу. Так кто виноват-то? Тут, понимаете, в такой ситуации виновато сразу очень много факторов. Один из факторов – это война, которую Украина вынуждена вести. Другой фактор – это... Пусть прекратит, не ведет? То есть надо сдаться. Какая война? Вы понимаете, что такое слово война? Самая настоящая Какая война? Какая война? Я хочу, чтобы Андрей мог договорить все-таки. Дайте договорить Андрею. Сергей, дайте договорить. Сергей, дайте договорить Андрею. Да, пожалуйста. Во-вторых, действительно, украинский политический класс в целом, он неэффективный для решения тех задач, которые стоят сейчас перед Украиной. И те протесты, которые существуют, протестные настроения, они вполне адекватны. Другое дело, что вы их пытаетесь сравнивать с Майданом, говорить, вот это новый Майдан, и сейчас снова Украину всю там. А на самом деле Майдан это было очень сложное, очень интересное событие. Это не технология. Майдан это технология. Я думаю, что под ней была именно антология. Под, технологии. Понимаете, что доказывает, что это была не украинская власть сегодняшняя виновата в том, что такое экономическое положение в стране или нет? В значительной степени виновата. Хорошо. Интересный вопрос. Уважаемые гости, мало времени. Интересное заявление. Алексей Николаевич, интересное заявление от вас прозвучало. Почему должен быть русский язык в других странах? Я просто думал, что русский язык должен быть там, где есть русские люди. Сейчас мы должны прерваться на рекламу, а сразу после вы узнаете, как Украину будут делить на части на законных основаниях. Программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Украина грезит евроинтеграцией. Многие эксперты утверждают, так и произойдет. Только вступит она в Европу в составе других государств. Смотрим сюжет. День подписания украинской стороной соглашения о евроинтеграции Петр Порошенко назвал самым важным днем для Украины с момента обретения независимости от Москвы в 1991 году. Ради единения с Евросоюзом Киев взял на себя обязательство привести свою законодательную базу в полное соответствие с законодательством ЕС, а значит и согласился с реституцией, обязательной частью всех соглашений Евросоюза и новых стран-партнеров. То есть, по сути, Украина взяла на себя обязательство вернуть прежним владельцам отнятое имущество. Вот что пишет об этом портал РИА Новости. Реституция неизбежна. Это украинский ящик Пандоры. По мнению наиболее смелых польских аналитиков, в перспективе есть 5 западных областей Украины, которые могут фактически вернуться в Польшу: Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Волынская и Ровненская. В разное время эти земли принадлежали Польше или Речи Посполитой. Но, казалось бы, соглашение Украины и ЕС было подписано летом 2014 года, а до сегодняшнего дня на украинские территории никто своих прав так и не предъявил. И можно подумать, что это действительно так, если бы не одно «но». В 2015 году в Польше была создана организация под названием «Реституция Кресов», цель которой – возвращение польского имущества на территориях Западной Украины, или же получение соответствующей денежной компенсации. В польскую организацию входит несколько сотен человек. Это лишь начало. По предварительным оценкам, около 100 тысяч граждан Польши способны доказать, что являются наследниками или правопреемниками людей, которые владели имуществом на территории нынешней Западной Украины. Там до Второй мировой войны проживали в основном поляки. Между тем, киевский адвокат и общественный деятель Татьяна Монтян уверена, одной Польшей дело не закончится. Вслед за поляками предъявлять права на украинские земли начнут и другие соседи. Венгры собираются отпилить кусок Закарпатья, румыны собираются отпилить кусок Черновицкой области и так далее. Все соседние страны, как шакалы, ждут полного обескровливания Украины, чтобы ее разорвать и забрать каждый свой кусок. Так что же грозит Украине? Неужели она может частично лишиться своих территорий из-за евроинтеграции? Это программа «Особая статья», и к нам присоединилась Галина Запорожцева, руководитель Союза матерей Украины, правозащитник, полковник милиции в отставке. Но сейчас мы обратимся к Татьяне Монтян, киевскому адвокату и общественному деятелю. Она сейчас на связи. Татьяна, здравствуйте. Вот нерадостные новости приходят из Украины. Вот вчера появилась информация, что Польша через суд потребовала компенсацию за отошедшие Украине земли. В общей сложности первые 4 иска потянули на 1,7 миллиона долларов. Что на это ответит Украина?
Ничего не ответит. А что может ответить Украина? Собственно говоря, так все и задумывалось, когда эти твари прыгали по Майдану, а поляки все это поддерживали. Они прекрасно знали, что они делают. Они воевали за рабов-гастарбайтеров, которых они уже получили, и в перспективе воевали за свои бывшие земли, которые, возможно, даже получат, если, естественно, в ситуацию не вмешаются крупные игроки и не спасут Украину от окончательного разрыва. А крупные игроки вы кого имеете в виду? Ну, я понятия не имею, что там Трамп собирается делать с Украиной. Это теперь они наше колониальное правительство. То есть, вот на ваш взгляд, делать. если Трамп не вмешается, Украину расчленят немного венграм, немного полякам? Конечно, расчленят. Если Америка примет решение плюнуть на нас, кошка бросила котят дальше по тексту, то в силу центробежных тенденций и полной управленческой импотенции нынешних майдаунных костригалевых прыгунов, конечно же, Украина развалится на куски. Ладно, спасибо большое, Татьяна. Я хочу все-таки понять, насколько Татьяна права в своих измышлениях. Она говорит, Польша, Румыния, Венгрия заберут частички Украины, и все это на основании реституции. Это действительно может произойти или нет? Нет, это абсолютно не может такого произойти, потому что реституция – это восстановление прав собственности частных лиц. Могут быть восстановлены права, допустим, граждан Польши на какое-то украинское имущество, если оно будет доказано. Посмотрите, я просто прочитаю вам. Территория суверенного, признанного ООН государства не может отойти. Никем делиться не будет. А как будут отдавать? Смотрите, вот говорят, на основании реституции, секунду, на основании реституции кресов общая сумма исков может составить 5 миллиардов долларов. А как отдавать-то будут тогда? Да составить может все, что угодно. Конечно. Это, знаете, подсчеты могут быть какие угодно. Страны Балтии провели реституцию. Ничего страшного не произошло. То есть не произошло. Галина Евгеньевна, вы согласны? Ничего страшного не произойдет? Не заберут земли поляки, венгры, румыны? Вы знаете, ничего страшного не произошло, если не вспомнить тех знаменитостей, которые вышвырнули на улицу в Прибалтике, которые остались без жилья. И об этом есть очень много свидетельств именно в Прибалтике. Я знаю о том, что кроме того, что претензии есть на имущество, вы забыли о том, что есть претензии на земли. А земля – это и есть территория. И тогда, когда они предъявят свои претензии на земли, я думаю, что это и будет акт как раз именно посягательства на территорию Украины. Вопрос в другом немножко. Тут вопрос в другом. Вопрос собственности – это как первый шаг. Вопрос земли как первый шаг. Посмотрите на карты польских военных или там польских каких-то политических кругов 2- или 3-летних, еще до Майдана, где четко написано, что эти территории, они как приписывают их себе. Зачем Польша? Зачем Польша? Подожди, это было опубликовано, почитайте. Игорь, зачем Польша с 2014 года начала поддерживать Украину так активно? Для того, чтобы Украина быстрее развалилась. Для того, чтобы Речь Посполита свою восстановить. Разогревает эту тему, так все Польша качает ситуацию внутри. Нет. Марш националистов был в Польше. Сожгли украинский флаг, ноту протеста. Вот эти 10 идиотов, которые не 70 тысяч человек ходило по Польше. Слушайте, если я завтра поеду и дам по 500 Минуточку. Да вы как страус, вы голову в песок засунули и не хотите понять, что происходит. Поляки качают ситуацию, они хотят отобрать то, что в 1939 году потеряли. Украины, это факт. И как бы Россия не пыталась раскачать Сережа ситуацию, не жил на Украине, он не знает о том, как поляки ездили каждый день Тимошенко в тюрьму в 2013 году. Когда она сидела в тюрьме, они с ней в тюрьме разрабатывали план. Поляки, да. Депутаты Европарламента к ней приезжали в тюрьму, польские депутаты приезжали к ней в тюрьму. Они в ней видели лидера, они требовали от Януковича, чтобы ее выпустили из тюрьмы. Игорь тоже в это время сидел в тюрьме. Только он сидел за то, что он сказал правду, и за то, что он говорил о том, что наши отношения с Россией нельзя разрывать, это будет экономический коллапс. Я понял. Павел Сергеевич, я хочу вот что понять. Когда Украина пыталась, да, евроассоциироваться, когда подписывали договоры, они вообще в голове реституцию эту держали или нет? Что что-то нужно будет отдавать. Власти украинские отдавали себе отчет, что могут быть иски на 5 миллиардов, что могут землю попросить, потребовать назад? Я думаю, что догадывались кое о чем, но не знали всего плана. А мы-то располагаем достаточно информации, все-таки наша страна имеет информационные источники всех видов во всех странах. Значит, Украина Евросоюзу просто так не нужна.
45 миллионов населения, которые еще 5 миллионов поют в эмиграцию. Я работал в Евросоюзе, я знаю огромная безработица в Италии, в Испании, в Греции, которую они сами с трудом вытягивают. Это не нужно. Но нужно определенные какие-то экономические блоки взять. Вот когда готовился вот этот договор об ассоциации, как раз первый начали с реституции. Украина подписала, вынуждена была подписать, потому что кланы вокруг Порошенко, даже олигархические кланы, понимали, тогда не будет подпитки, будут блокированы счета. Они пошли на это. Но разыгрывается двухходовая комбинация. Первое, это как раз то, о чем мы сейчас с вами говорим. О введении реституции, которая будет использована через где-то полгода, может быть, год. Это же как первый шаг. Если даже реституция возможна, то это только при случае входа Украины в ЕС. Потом будет, до этого еще огромный... Потом будет продуман предлог, который был с Югославией, когда сначала поделили ее на молекулярные части, на 8 республик, потом Сербию разделили с Черногорией, да еще Коsovo вообще, не, так сказать... Но справедливо говорит Сергей, ведь реституция будет когда? Когда Украина войдет таки в Евросоюз, а она когда там еще войдет? Нет, она будет, когда будет первый шаг по вхождению. Дело в том, что до реституции есть еще один факт, который уже выполнен Украиной. В 1994 году Украина подписала соглашение с Европой, согласно которому Европа должна была Украине порядка 160 миллиардов долларов. И об этой сумме узнал Янукович, когда ему расшифровали вот этот договор. Это не сказки. За эту сказку заплатила жизнь Семенюк Самсоненко. Ее за это убили, за то, что... Послушайте меня. Так вот, договор о евроассоциации, там есть фраза, данным договором, значит, не перебивайте меня, данным договором аннулируются все предыдущие договора. Так вот, этим договором, который подписал Порошенко и от которого отказался Янукович, зная о том, что мы таким образом прощаем Европе 160 миллиардов долларов. У нас вот есть актуальная новость по разделу Украины возможного. Это финский генерал, который предложил Украину разделить на две части. Вот, смотрите, разделение Украины на две части положит конец конфликту в этом стране. Это заявил бывший командующий сил обороны республики финский генерал Густав Хаглунд. Финский военный считает, что русскоязычные жители Украины могут жить в восточной части разделенной страны, а украиноговорящие граждане, соответственно, на западе. И также выразил надежду на то, что новый президент США Дональд Трамп сможет договориться с Владимиром Путиным о разрешении украинского кризиса. Сколько этому бывшему Александр, к пенсии добавила? Вот не Россия тему поднимает, финский генерал, да, отставной уже, но тем не менее. Который нуждается в деньгах. Разделение Украины. Который не связан обязательствами, может говорить уже правду. Не связан номенклатурой и может Я сказать хочу, чтобы правду. Александр сказал. Вот в чем смысл отставного Украина, генерала. еще раз повторяю, является государством, границы которого и территориальная целостность признана международным сообществом. Аннексия Крыма и ситуация в Донбассе, и независимость Донбасса международным сообществом не принята, не признана. И здесь можно говорить, и Россия на своих дипломатических площадках может говорить все, что угодно. Точно так же, как и финский генерал может говорить все, что угодно. Финский существует и в Украине точка зрения о том, что нужно выделить Донбасс и оставить его в покое, и пусть живут как хотят. Но эта точка зрения, по-видимому, неприемлема ни для народа, ни для власти Украины, за которые я здесь решать не возьмусь. Понятно. Но все-таки... Можно 2 секунды добавить? По международному праву источником любой власти является народ. И если народ той части, это я говорю гипотетически, захочет изменения и своей конституции, изменения территориального устройства, а народ это будет Крыма, его полное это право. крымские татары, а никто понаехал с России туда. Вот у вас здесь бегает по эфирам Тимофеева, сенатор, так она рождена в Нижнем Новгороде, и она решает судьбу Крыма, она в Севастополе. Сергей, мы же специально для вас как раз-таки представителя крымских татар подключали к разговору. Теория международного права – это теория международного права, а признание суверенных границ государств существует и является на сегодняшний день основой международных отношений. А мы теорию теперь уже не понимаем? 30 секунд. Павел Сергеевич, 30 секунд до рекламы у нас, поэтому я хочу понять, грозит ли Украине дефрагментация, разделение, грозит или нет? Я думаю, такая проблема скоро возникнет. С Чечней это ваши вопросы. Мы сейчас усугублением ситуации народ сам примет решение об этом. То есть грозит или нет? Я все-таки хочу думаю, точно грозит. понять. Грозит разделение. Да. Но а Польша будет иметь притязание на Азию?
земле украинский или нет? А нас это уже не будет интересовать. Я не исключаю. Пускай вот надо там отделить, к 1939 году прийти к границам, и дальше пускай делают... Хорошо, сейчас реклама, а сразу после разберемся в самом большом мифе Майдана 2014 года. Поговорим о Беркуте. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Давайте разберемся, кто спровоцировал вооруженный конфликт на Майдане в 2014 году. Смотрим сюжет. 20 февраля 2014 года массовые акции протеста на Майдане переросли в вооруженный конфликт. По версии киевских властей, первыми начали стрелять бойцы спецназа «Беркут» по приказу Януковича. Якобы они безжалостно убивали митингующих, по большей части студентов. Мирные сторонники Майдана открыли ответный огонь. В итоге погибшие с обеих сторон. Вот только расстрелянных активистов позже нарекли небесной сотней, а сотрудников «Беркута» – палачами, хотя их вина так и не была доказана. Прошло почти 3 года, однако следствие до сих пор так и не дает ответов на вопрос, кто виноват в массовых расстрелах. Расследованием трагических событий занимаются частные лица. Например, канадский ученый украинского происхождения Иван Кочиновский сопоставил тысячи документальных фото и видеоматериалов, а также свидетельств очевидцев, и пришел к выводу: в тот день бойцы отряда «Беркут» первыми не стреляли. Вот что пишет об этом портал РИА Новости. Кочиновский выяснил, что соглашение о прекращении огня было нарушено со стороны Майдана. 20 февраля в 5 часов 30 минут небольшие группы протестующих начали стрелять из здания консерватории боевыми патронами по сотрудникам подразделения «Беркут». Журналисты английского телеканала BBC и немецкого «Монитор» провели собственные расследования. Они выяснили, по демонстрантам и спецназовцам вели огонь снайперы из гостиницы «Украина», которая на тот момент была штабом активистов Майдана. Так кто были эти люди, которые расстреливали и демонстрантов, и спецназ? До сих пор этого не знает никто. По всей видимости, это была тщательно спланированная провокация, которая привела к государственному перевороту. Украина тогда была на первых полосах всех мировых изданий. Сочувствие и поддержку выражали лидеры Евросоюза и США. Но вот прошло почти 3 года, и интерес к незалежной в СМИ поутих. А после того, как Дональд Трамп заявил, что в сущности ему все равно, что происходит в Киеве, украинские власти и вовсе остались наедине со своими проблемами. И даже толпы митингующих, которые вновь собрались в центре Киева требовать снижения тарифов, уже не так интересны западным политикам. Но может ли повториться в таком случае сценарий 2014 года, когда на авансцену выходят неизвестные провокаторы и превращают Майдан в поле битвы? Могут ли киевские власти пойти на новые убийства, чтобы вновь привлечь внимание США и Европы? Сергей, кто стрелял? Я сейчас прошу не аплодировать, потому что нечему тут аплодировать. Кто стрелял на Майдане? На Майдане стрелял, доказано, что это командир роты «Беркута», садовник, который убежал в Россию, и он здесь сидит с следствием. 6 беркутовцев сейчас находятся под арестом, идет следствие. Также доказано, что оружие, из которого стреляли, большое количество было распилено и утоплено. К сожалению, помог это оружие вывести и утопить один из тех людей, который был на Майдане. Это факт. Я понял. У нас в зале есть человек, Николай Дульский. Он был на Майдане. И вот, Николай, я хочу понять, по вашему мнению, кто виноват в гибели людей? Кто первый начал стрелять? Кто эти были люди? Была третья сторона, получается, держали все финансы, все потоки 2 человека. Это Турчинов и Яценюк. Все эти люди потом вошли в партию «Народный фронт». А по месту все организовывали это Аваков, Пашинский. Эти люди провозили оружие. Они же делали гнезда. Откуда я это знаю? Потому что я участник той группы, которая взяла снайперов, когда 2 отрезанные головы были, если помните. 2 тела потом пропали, Порубий, тоже человек, который вошел в Народный фронт. То есть вся эта группировка, это те, кто разводят русофобию. Это не Порошенко. Порошенко первый, кто перебудется под Россию. Разводят это Народный фронт. Это самая большая фракция в парламенте, у которой нулевой рейтинг. Это они делают все политические убийства. Это они заказывали снайперов, которые с одной и с другой стороны убивали людей. То есть вся грязь идет непосредственно от этих людей. То есть еще раз, это не Беркут начал стрелять? Беркут начал стрелять потом, когда у них уже были физические потери огромные. То есть как было? Изначально были снайпера, было несколько снайперских гнезд. Организовывали это Аваков и Пашинский. То есть провокация была организована этими людьми? Да, вот как... изначально этими людьми. Потом звонили нам, комендантам уже подразделений, в Белый Молот, там в правый сектор, в различные группировки. И так-то, так-то. Мы хотим с вами встретиться, ключ лежит там под ковриком или еще в каком-то месте. Открывайте склад. Мы открываем, там полно оружия. Потом уже
уже пошло спонтанно. То есть выбегает из толпы 2-3 человека, в основном это были малолетки, обфененные, обнюханные. То есть варилось почти на каждом этаже КМДА, везде варился фен. Ментов нет, ничего нет, то есть постоянно происходила варка, происходила... Основной таран революции это была молодежь. Американцы умеют работать с молодежью, Россия не умеет вообще. Так вот, выбегает из толпы малолетка, стреляет по ментам, несколько трупов, те тоже озлабливаются. И скажем так, у Януковича были в команде предатели. Во-первых, его держали за чемоданы с долларами, которые были в европейских и американских банках. А во-вторых, собственно, его сдавал Левочкин. То есть вот этот первый налет Беркута на Майдан, который засняла вся американская пресса, Радио Свобода, все остальные, это все курировал Левочкин, который с американцами через свою жену работал просто изначально. То есть и мы сами, вот патриоты Майдана, нас просто использовали, пустили под самое мясо, почти всех перебили. Я получил этот шрам, и те националисты, которые сейчас, их контролирует этот же Народный фронт. То есть, когда у вас рассказывают, что Азов это независимые какие-то патриоты, они все на зарплате у Авакова. Какая это оппозиция? Эти люди готовы на любые убийства, готовы на теракты, готовы на новую эскалацию конфликта в зоне АТО. Если Аваков захочет терактов и всего остального, все это будет. То есть... Понял, спасибо большое. Да, конечно, пожалуйста. Вы знаете... Я хотел бы, чтобы вы комментировали слова Николая. Я вас прошу поаплодировать этому парню. Я не знал, что это Николай Дульский, я слышал о нем. Этому парню недавно пробили вот голову. Это было не на Майдане, это уже было за то, что он говорит правду, находясь в Киеве. Он находится в Киеве. И вот его шрам на голове, да? Я же правда, недавно вы были подвергнуты нападению националистов. Это, кстати, о демократии и свободе слова на Украине. Небольшое добавление. Все то, что он говорит, абсолютная правда. Я хотел бы уточнить некоторые моменты. Это неправда, а ложь. Рот закрой, понимаешь? Вот уже угомонись, Сереж. Значит, кроме того, действительно, снайперами были завезены наемниками, платили им по 100 тысяч долларов, руководил этим Пашинский и Турчинов. И самое главное, как вы думаете, какое здание первым захватил правый сектор? Расскажите. Все считают здание на Крещатике. Нет. Первым, что захватил правый сектор, это был киевский крематорий. И кого жгли там, вот эти все там месяц, который шел Майдан, до сих пор неизвестно. Вот когда нам показывают Беркутов, Альфу, это не снайпера, это антиснайперские группы. Снайпера начали убивать и Беркут, и протестующих. Вот неизвестные снайпера использовались в 12 или 13 цветных революций по всему миру. И нигде они не были найдены. Я понял. Но вот, вы говорите, нигде не были найдены. Конечно. Я думаю, действительно, вот это расследование, о котором говорил Сергей, оно приведет. Сильно отличается от того, что говорят приведет. сейчас вот здесь в студии. Вы понимаете, как мы проведем, когда мы вернем, мы проведем расследование. Судить надо Пашинского и Турчинова. Это люди, которые организовали массовые убийства. Вы знаете, я была на заседании в суде, где идет суд над Беркутом. Я могу вам сказать, что большего, ну, не знаю, профанации очень сложно вообще-то придумать. Потому что когда адвокаты задают вопросы той же прокуратуре, представителям прокуратуры по обвинению сотрудников Беркута, им приходится молчать. У них нет доказательств по отношению к работникам Беркута. Почему? Потому что в правоохранительной системе есть четкая, документальная, подтвержденная любого шага документация. То есть видео стреляющих беркутовцев нет, это не выдача доказательство. оружия проходит по определенным документам. Беркуту выдали оружие только 20 февраля. До этого момента 3 месяца они стояли без оружия. Да, а кто убил Первая жертва была 24-го, неправда. Понимаете, Сережа не знает, он здесь в Москве жил. 24 ноября погиб первый сотрудник правоохранительных органов. 24 ноября. Тогда, когда было нападение на кабинет министров. Палатки поставили сегодня, 3 года, как прошло со времени постановки первых палаток. 21 ноября поставили палатки. 24-го было нападение на Кабмин, и погиб первый сотрудник. Давайте вспомним ключевые события в ночь с 20 ноября, пожалуйста. Обратите внимание, вот упал солдат, и как с ним расправляется толпа. Абсолютно. И известно, что после этой расправы он умер в госпитале.
Неужели вот такие события могут на Украине сейчас повториться? Мне известно, я ходила по госпиталям, и я знаю, сколько там погибло. Это вы не знаете, а я знаю количество погибших беркутов. Точно, да. Мало того, их семьи на сегодняшний день не признаны как потерпевшие. Они не могут получать пенсии за погибших, потому что Сергей, Беркут я был чего на... боюсь? Я боюсь, что... Сергей, я боюсь, что вот это повторится на Украине. Я не хочу, чтобы это повторялось на Украине. Не повторится, потому что в Украине уже не бандитская власть. Конечно, Азов это не бандитская власть. Это защитники это Украины, защитники да. Украины, конечно. Да. Полицаи тоже были для многих в 43-м, 44-м Андрей, коротко, защитниками пожалуйста. Украины. А потом их вешали на площадях. 3 года, которые Вот мы это сейчас ждет ваш обсуждаем. Азов и всю вашу фонду. Это так получилось, что это центральное событие всей постсоветской истории для всего постсоветского пространства. После него случились две вещи, которые изменили характер постсоветского пространства. Во-первых, на евразийском пространстве теперь невозможна новая империя, никакой новый Советский Союз, это все в прошлом. И во-вторых, в Украине теперь невозможна деспотическая власть. Если Порошенко станет Януковичем... Смерти на улицах возможно на Украине сейчас? Смерти на улице возможно везде, в том числе около Кремля. Что... Я понимаю, о чем вы говорите. Кирпич на голову упал. Могут опять люди начать друг друга убивать камнями и стрелять друг друга? Вот Оснований для этого в Украине современной я сейчас не я вижу. надеюсь, что так и есть. Я хочу, чтобы вы сейчас посмотрели. Мы взяли интервью одного из бывших сотрудников Беркута, и по понятным причинам, естественно, мы не показываем его лицо, не назовем его имя, но тем не менее, вот что он рассказал о тех событиях. В том, что это была спланированная акция и проплаченная, нет вообще никаких сомнений, ни лично у меня, ни у многих людей. Вот. Были, конечно, там такие люди, определенный процент, которые вышли по зову сердца, одурманенные, околпаченные теми людьми, которые занимались этим. Это преступной деятельностью, скажем так, на территории Украины. Вот. Их определенный процент. Но в основном эта акция была проплачена. Известно кем и откуда. Эти проплаты пытались остановить. Проплаты шли через неправительственные общественные организации, офисы, которые были зарегистрированы за рубежом. Работали они у нас. Когда им перекрыли безналичную проплату этих всех акций, у нас сведения имеются, вот, они начали завозить наличные деньги через посольство иностранных государств, в частности, через посольство Соединенных Штатов. Так что тут сомнений в этом никаких нет. Перед тем, как ответить прокомментировать это видео, просто, Сергей, я сделал уточнение, мне редактор подсказал, не 20 ноября, а 30-го, да, спасибо. А вот все-таки будут ли Соединенные Штаты Америки и дальше спонсировать подобные вещи, подобные акции на Украине или нет? Пожалуйста. Ну, я думаю, что, наверное, финансирование уже прекращено, и об этом свидетельствует как раз побег грузинской команды, которая без денег ничего делать не будет. И вот этот вот уход тех евроинтеграторов, которые делали евроинтеграцию на Украине за американские деньги, Нуланд об этом, не стесняясь, говорила в своем отчете, это 5 миллионов долларов, которые были выделены на... Миллиардов, да. Ну вот сейчас на Украине говорят, во всем виноват Беркут, а когда-нибудь они смогут наконец-то открыть свои лица, заговорить? Не говорят об том, что во всем виноват Беркут. Во всем виновата узурпация власти, которую произвела команда Януковича. Это понятно. А сейчас что происходит? Судят Беркут, поймите. Когда эти люди смогут открыть свои лица, когда они смогут спокойно жить? Во-первых, честно, вот есть вопросы, когда одев форму, насколько это видео аутентично. Это видео абсолютно аутентично. И во-вторых, секунду. Это претензия конкретно ко мне. Это видео абсолютно аутентично. Есть какие-то вопросы, мы можем их решать через суд в любом случае. В любом. Хотите, сделайте экспертизу. Без проблем. В данной ситуации то, что мы услышали, мы просто, это очень интересное видео, я как раз вполне верю, что оно аутентичное, но оно на самом деле показывает то, что было в головах у этих людей во время войны. Как их мотивировала власть. Вот это показывает. Им рассказывали о том, что это все американцы, и вот эти все Майдан, это все на деньги Не американцы, да?
Ну, я сам с Беркутом разговаривал с ребятами, Просто- и у них действительно в голове было вот это вот. Да, это знаете, просто мы- мы видим, это точно аутентичное свидетельство Понимаете, их когда- сознания. когда Хорошо, давайте спросим, задерживают Гай, вы были на турчинов, Майдане. это Вот бред, секунду. Гай, вы были на Майдане конкретно. Есть там американский след или нет? Вот конкретно, четко. Такие организации, как «Пора», все это шло через Сороса. То есть работали они с тремя партиями. Это «Свобода», «Удар» и «Народный фронт». Ну, потом это стало «Народным фронтом». То есть. Так о чем тогда говорит сейчас Они- Сергей, они- о чем говорят эксперты наши? Сейчас объясню. Они подмяли под себя кровь Майдана. То есть много людей было, которые приходили сами по зову сердца. Но инфраструктуру всю, финансы, вот эти все коробочки, в которые жертвовали деньги, всю инфраструктуру под себя подмял товарищ Турчинов. Это была организация «Финансовый контроль Майдана». Силовое крыло все под себя подмяли Порубий, Аваков и Пашинский. То есть это люди, они как бы взяли, ну, организацию всю под Я себя. понял, спасибо большое, Дмитрий. У нас абсолютно не осталось времени, Андрей, спасибо. Сейчас мы должны прерваться на рекламу, а сразу после в этой студии появится экс-премьер Украины Николай Азаров. Это программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. У меня в студии экс-премьер Украины Николай Азаров. Николай Иванович, что скажете об объявлении Третьего Майдана? Это возможно или нет? Сейчас нет, потому что власть на Украине преступная. Она совершенно не будет колебаться применить против людей оружие. Она не боится крови, потому что она уже много пролила крови. Вот недавно оппозиционный блок опубликовал список. Более 50 тысяч человек пострадали от политических репрессий. Это происходит в центре Европы в 21 веке. То есть, если кто-то захочет выйти на улицу, Да вот его уже просто подавят? Вот это уже даже вот сейчас они держат около 2000 боевиков, подготовленных, отморозков, которые готовы разогнать любое действие. Это не мы. Мы, так сказать, думали о том, что Украина демократическая страна, что никто и никогда не решится применить силу. Это отморозки, которые, вообще говоря, ничего, поощряемые, безусловно, Западом, потому что на минутку представить себе, что Меркель или Обама не знают о том, какими методами будет подавляться Майдан, просто невозможно. Николай Иванович, то есть вот выборы в Молдавии и Болгарии показали, что люди начинают понимать вредность антироссийской риторики и даже готовы повернуться к России лицом. Когда подобное произойдет на Украине и произойдет ли? Вы знаете, ни в Молдавии, ни в Болгарии нет такой цензуры в средствах массовой информации. Вы даже себе не представляете, вот если смотреть с утра до вечера украинский телевизор, да, то крыша поедет. Ну, я видел результат этого, да. Да, крыша просто поедет, потому что вдалбливают с утра до вечера, что русские враги, что вот где-то разрушили дом, это русские разрушили, что где-то убили ребенка, это именно, вот, так сказать, Россия. Тарифы ЖКХ русские Да, повысили, все дороги. Все. Вот русские это вот, разрушили. вот это вдалбливается. Ну и можете представить себе человека, так сказать, может быть, среднего интеллекта, которому каждый день все это, так сказать, вдалбливает в свое сознание. Вот я хотел поговорить о реституции еще, потому что говорят, что Польша уже подала первые 4 иска к Украине на сумму около 2 миллионов долларов. Вот как поведет себя Украина? Некоторые даже предсказывают, что по реституции кресов от Украины могут отнять земли. Более серьезно то, что так называемая Верховная Рада, в которой, ну, так мягко скажем, люди, не блещущие умом, сидят, приняла решение о преступности так называемого пакта Молотова-Риббентропа, да? То есть соглашение, по которому к Украине отошли все западные ее области, включая, например, Бессарабию часть, Буковину и так далее. Вот это уже серьезно, потому что как только Украина ослабнет до такой степени, что к ней смогут предъявить территориальные претензии, они будут, у меня никакого сомнения нет, предъявлены. Да, спасибо большое. Вот сейчас с нами на связи Руслан Кацаба, он тоже был на Майдане и верил в лучшее будущее для Украины. Однако сейчас он другого мнения о тех событиях. Давайте спросим, почему. Руслан, если бы вы 3 года назад знали о том, что произойдет с Украиной после Майдана, вы бы вышли на площадь? Я думаю, нет. Я хочу понять, что вас больше всего разочаровало в Майдане? Меня разочаровало то, что это корыту власти. Одних злодеев поменяли другие, еще более циничные, которые прикрываются именно кровью, как будто патриотизмом, который уже перешел местами в нацизм. И вот это очень меня тяготит, и я думаю, что
такие Майданы, они только разваливают государственность. Я хочу еще, пользуясь возможностью, спасибо сказать Николаю Яновичу о том, что он меня поддерживал, когда меня держали в СИЗО. Но все-таки я скажу, что эта ностальгия, она сейчас сквозит во всем. Но это только... Было лучше, так? Ну, не то, что лучше, это то, что сейчас, это уже проблема. Понял. Сейчас... Спасибо большое, Руслан, что прокомментировали эту ситуацию и рассказали о том, как вы сегодня относитесь уже к тем событиям на Майдане. Николай Янович, очень коротко, потому что у нас время подходит к концу. Ваши прогнозы, что дальше будет на Украине? Дальше будет то, что и должно быть, потому что страна не может разрушаться бесконечно. Так? Наступит момент, когда к власти придут нормальные силы политические, они есть на Украине, просто сейчас молчат, затишье, пытаются искать компромиссы и так далее. Вот проблема-то самая главная вот в чем, чтобы убрать вот опору этой власти в лице боевиков, самых настоящих, правого сектора, нацистов. Пока Запад поддерживает, значит, нацисты существуют. Как только Запад отвернется, нацистов не будет, и сразу же произойдет смена власти. Как только и если, самое главное. Как только и если, вот да. Этот Но, вопрос. к сожалению, внешний фактор сейчас самый главный. Вот в этих условиях, которые сложились на Украине, внешний фактор, то есть позиция России, позиция американцев, вот две ключевые позиции. Да, уж говорить о независимости Украины, о которой часто там говорят, не приходится точно. Время наше подходит к концу, и я бы хотел подытожить наш разговор. И, во-первых, поблагодарить, что вы пришли. Вот недавно прочитал одно интересное высказывание политолога Ростислава Ищенко. Процитирую. Если точно и хотите точно знать, какое решение примет Киев по тому или иному вопросу, не ищите в действиях властей логики. Найдите самый худший для Украины из возможных вариантов и можете быть уверены, что он будет принят. Вы ошибетесь лишь в одном случае, если в Киеве придумают что-то еще хуже. Посмотрим, что выберет для себя Киев. Это была программа «Особая статья». Меня зовут Алексей Гудошников. Увидимся завтра в 20:30.